Когда я рисую, чувствую пластику линий в первую очередь, а потом какое-то состояние, которое меня удовлетворит. Это уже как бы чуть позже. А вначале это как бы движение линий, пространство, композиция, находка всяких предметов. Ну, в процессе она как бы находится каким-то интересным ракурсе, и ну, вот как-то вот так вот процесс идет. Я вообще люблю красный цвет, по большому счету. Мой цвет, то есть красный цвет, он очень насыщенный, и от него много всяких нюансов можем получить. Но не знаю, почему-то он мне как-то очень близкий, и в многих работах я им пользуюсь. А вообще душевно тоже красный цвет преобладает больше. Я не люблю в картине литературный рассказ. То есть не хочу, чтобы в картине существовал тот образ, который я досконально хочу преподнести перед зрителем. Я оставляю какие-то моменты для зрителя, для дальнейшего его обсуждения этой картины. Что дальше, что там будет в этой картине. И мне очень важно понять, правильно же я это нарисовал, или же он думает о другом. Может, он видит другое. Но это тоже очень интересно, потому что моя философия, значит, где-то его задело, как он его представляет. Ну, я, в принципе, это видел, как зрители иногда говорят, а эта картина на такую тему, я говорю, нет, я абсолютно о другом думал, а вы думаете о другом. Ну, значит, я что-то для вас новое открыл. Картина что-то должна нести, чтобы дома было ощущение, что уют или тепло эта картина создает. Потому что я помню, один датчанин, коллекционер, он купил картину, а в картине был у меня изображена семья в полете. Там посередине ребенок, младенец. И он приехал через 2 года, встретил меня, говорит, ты представляешь, Рамазан, я с женой 9 лет живу, у нас не было детей за 9 лет. Мы пытались все это самое, но нет детей. И вдруг эта картина, каким-то, это или совпадение, или что. В общем, он говорит, я так благодарен, что висит твоя картина у меня. И на этой почве у нас родился сын. В данный момент я преподаю, я люблю детей, я в художественной школе преподаю. И с ними очень приятно общение, и потом они неординарные, дети придумывают такие фантазии у них, что иногда мне это очень полезно, я учусь от них. Вообще дети — это непосредственное такое создание, это творческое какое-то начало. И я что-то от них, может быть, подсознательно беру. У меня
обычная, простая крестьянская семья. Отец мой, вообще-то, он занимался виноградом и стал известным виноделом в Самарканде. И, естественно, я вырос среди садов, виноградников, среди овощей, среди всего этого крестьянского быта. И среди родственников абсолютно не было людей, которые бы занимались творчеством, там, поэзия, театр, ну и остальное все. И я не могу понять, где-то было у кого-то в генах, и это никуда не уходит, видимо, мне досталось все это. Отец он хотел, чтобы я продолжал его любимое дело, винодельство, то есть он хороший был винодел, и его уважали вот именно по этой профессии, он человек очень хороший, и всегда мечтал, чтобы я продолжил эту профессию. Но все-таки, когда я стал уговаривать отца о том, что я буду художником, он не понимал, что за профессия такое. Он всегда говорил, а зачем это нужно? Я говорю, я не знаю, кому это нужно, но я этого хочу. То есть я без этого не могу. Но до последнего он не хотел, чтобы я был художником, честно, вот я признаюсь. И единственное, мой любимый педагог Антонина Васильевна Лаврина, она пришла ко мне домой и уговорила отца отпустить Ташкент, потому что мне было 17 лет, 16-17 лет. Я должен поступить в Ташкентское художественное училище, я никуда не выезжал, я просто вот в Самарканде и все, никакие другие города, ну тогда было сложно. И в общем, отец дал свободу, я уехал. И вот таким образом, ну, мать, она очень хотела, чтобы я был художником. Есть у меня двое детей, сын, дочь. Дочь, она закончила университет Крымско-Татарский педагогический в 2005 году, факультет монументально-декоративного, и фамилия Сузанна Сиинова. В общем, она как бы тоже преподает в обычной школе рисунок и живопись, декоративно-прикладной. И поэтому единственное, что из моей семьи, это дочь. Она очень любит лепить, керамикой заниматься. А сын, он предприниматель. Потом внуки, которых я очень сильно люблю. Это внуку старшему 15 лет. Он сейчас учится в колледже. Внучка Камила, ей 14 лет. Она поступила тоже вот в этот самый медицинский колледж. Она сейчас там учится. Я думаю, что это талантливые дети. Но единственное, что они выбрали ту профессию, которую им захотелось. Я их не заставляю, потому что быть художником это не так просто. Почему ваши девушки похожи на друг друга? Ну, это может быть и одна из фишек. Естественно, вы когда видите на выставке, это узнаете девушку и узнаете мнение автора. Наверное, действительно, она где-то похожа на мою жену. И я не могу сделать что-то такое, потому что это все идет как образ такой подсознательный. Я не с натуры это делаю, а просто откуда-то
оно выходит, и получается моя жена. И как бы там 5-6 девушек, они все похожи друг на друга. И всегда говорят, а почему у тебя девушка? Они улыбаются, они что, близнецы или что? Ну пусть будет так. Во многих картинах повторяется один такой элемент, это как колесо. А колесо появился у меня после того, как я стал сюда переезжать, потому что были свои нюансы, сложно, не сложно, ну, то есть были очень много поездок, и вот это колесо у меня осталось как какой-то эталон к чему-то, и во всех картинах это колесо участвует. То есть это тоже один из фишек, который узнаваемый автор. Очень. Ну, по большому счету, даже, может быть, детали не столько говорят, сколько сам образ картины, она узнаваема по общей ситуации. Если, ну, вот повесили картину в любом месте, там, в Москве или там, я не знаю, Кипре, да, я думаю, все будут бесфамильно узнают, кто автор. О чем я мечтаю? Я люблю вообще мечтать. Я, например, всегда, я помню, мечтал побывать во многих странах мира, да. Это еще в советское время, потому что тогда было очень сложно куда-то действительно поехать, уехать. Это было очень большое. Вот. Ну, когда вот все сам, да, мечты сбылись. Видимо, я добился своим искусством, что люди стали приглашать куда-то какие-то дальние страны, да. И много увидел что-то. И поэтому вот эти мечты, они всегда сбывались и получались так, как действительно, это как в кино, как, не знаю, в общем, все выходило. А сейчас мечтаю, чтобы, наверное, я уже в таком возрасте, что у меня внуки, они очень такие, ну, красивые, ну, которые что-то много чего-то хотят, ну, у них по-другому все идет. Мы же были совсем, жили в другом мире. Я хочу, чтобы у них было все хорошо. Наверное, вот эта мечта вот на сегодняшний день. И какие-то очень серьезные проекты, выставки в других странах и здесь.